Глава 1. Сюембике. Фрагменты. О казанской царице Сюембике сложено немало красивых легенд. Столичные гиды любят рассказывать туристам такую историю. Якобы грозный московский царь Иван, увидев портрет казанской красавицы, без памяти влюбился в татарскую Ханбике и стал добиваться ее руки. Но властная управительница Казанского ханства поставила условие: «Выстрой мне возле Кремля высокую каменную башню, откуда я буду молиться о процветании моего народа. Тогда я, может быть, и выйду за тебя замуж». Воодушевленный ее словами, Яус Иван Грозный, в считанные сроки выстроил высоченный минарет из красного кирпича. Красавица Сюембике забралась на его вершину и бросилась вниз. Разъяренный московский царь в отместку разорил и выжег дотла Казань. Для особо романтических натур добавляет хэппи-энд, счастливую концовку. Казанская царица не разбилась, а, превратившись в прекрасного белого лебедя, улетела в неведомые края. Но Ханбике еще обязательно вернется в Казань. В этой замечательной сказке, конечно, нет ни единого слова правды. На самом деле 17-летний Иван не влюбился и не мог влюбиться в 35-летнюю Сюембике. Никакого портрета не существовало и в помине. А минарет, который потом стал называться башней Сюембике, Ханбика выстроила сама в честь единственного мужчины, которого она по-настоящему любила. Это коварно убитый врагами казанский хан Сафа-Гирей, ее законный муж и отец ее законного сына Утямыш-Гирея. Да и саму ханшу звали вовсе не Сюембике, а Сюин, и была она дочерью знатного нагайского бека Юсуфа из рода Идыгея, легендарного основателя мангытского юрта и Нагайской орды.